А в этой части, в первой части, я предлагаю поговорить с гостем, который у нас в студии, Сергей Афанасьевич Чернев, депутат нескольких созывов Народного собрания. Сергей Афанасьевич, приветствую вас. Здравствуйте. Добро пожаловать опять в программу «Цена свободы». Несколько тем, которые я предлагаю с вами обсудить. Ну, первая тема – это поездка Шора в Москву. Что это означает для Гагаузии, в частности, и, может быть, шире для Республики Молдова? Знаете, какая информация у вас есть? Ну, как бы информация и мое видение на эту ситуацию, как бы я озвучу. Вот так, по моему видению, то, что творится сейчас, есть левый фланг, есть пророссийский русскоязычный электорат, который сегодня очень много зависит сегодня от на кого поставит ставку Российская Федерация. И если вот вчера было, как бы Воронин думал, что он такой, как бы у него что такой большой рейтинг, сейчас Дадон думает, что такой большой рейтинг. Нет, тут есть у нас старое поколение, которое еще живет отголосками Советского Союза и думает, что оно вернется назад. Ну вот Николай Дудугу сказал, что здесь все говорят на русском языке и по-российски, и с этим нужно якобы считаться. Михаил, дайте я доскажу свою мысль, а потом, как бы, Николай, дойдем и до него. И тут мое видение, то, что творится сегодня, сейчас, то, что поехал Шор туда, это пошли смотрины. Сегодня Российская Федерация будет решать, на кого делать ставку. И сегодня у Шора с Дадоном пошла война, кто заручится российской поддержкой и вдобавок еще и российским финансированием, может быть. Вот так вот. Так я вижу ситуацию. Ну, по последним данным, то, что сегодня, как я вижу, то, как ведет Шор, то ставка, вернее всего, будет на Шора. Вот так вот. Потому он туда и поехал. А кто-то из Гагаузии был еще там? Ну, по Гагаузии, по моей информации, был первый зам нашего Башкана. Угу. Это недавно, когда? Да, вот когда был Шор? Да. Ну, тот поехал туда окольными путями, вот так вот. По моей информации, что они там встречались и вместе, наверное, где-то и координировали их действия вместе, что делать в дальнейшем здесь, по Гагаузии. Первый зам? Да. Угу. И хорошо, как Гагаузию собираются использовать дальше? Ну, Гагаузию собираются использовать, знаете как, тут получается, что куратором господина Шора и Шору сейчас вот это, как бы, ихнее, как бы, вот это взаимодействие выгодно обоим. Почему? Потому что Шору сегодня надо путем свержения вот этой политической власти уйти. В Кишиневе. Да, в Кишиневе уйти от уголовной ответственности. А той стороне выгодно сегодня поменять политическую власть, которая будет лояльна к их стороне. И тут их той стороне уйти до Москвы. Да. И тут их неинтересно, вот тут схлестнулись. Да, и тут как бы они идут, как бы интересы идут вместе. Это выгодно и одной стороне, выгодно и другой стороне. Но, к сожалению, тут Гагаузию будут использовать в темную. Гагаузию сейчас пичкают идеями, готовят через телевидение, через вот это готовят недовольство вот с Кишиневым, которое уже и есть у нас. И придет время Ч, когда Гагаузия должна будет выстрелить. Ну, это будет, вернее всего, после майских праздников. 9 мая. Да, после 9 мая. Почему? Вследствие чего это будет, начнется уже предвыборная президентская гонка, но то, что я как вижу, то, что хотят сделать ситуацию в идеале, взорвав Гагаузию, попытаться сделать президентские и парламентские досрочные вместе выборы. Хорошо, как Гагаузия можно это повлиять? Ну, Гагаузия, вот знаете как, сегодня Шор показал в Гагаузии, что сегодня он за месяц, за 30 дней раскрутил вообще кандидата, которого не знали в Гагаузии. Ну, в Гагаузии это несложно сделать. Ну, несложно сделать. Но сегодня Шор таким же макаром создает ячейки по всей стране. И вот это сработает, и вот это выстрелит. Просто сейчас Кишинев недооценивает ситуацию. Шор сейчас перекинулся с Гагаузии, перекинулся по, как правильно сказать, по модели Гагаузии. Он сейчас делает ячейки, формирует по всей стране. Ну, он же делал это и до Гагаузии. Михаил, давайте отдадим должное. Опять говорю, я не сторонник правоохранительных органов. Но то, что они отработали на все 100%, вот следствие того, что Шору не получилось у него по стране. Почему? Если Гагаузию правительство как бы проглотило, прохавало, подумало, что это как бы не будет иметь последствия, то на вот этих примарских выборах Шор показал, если бы не сняли его партию «Шанс», Шор бы практически взял бы 40-50% примарий по всей стране. Ну, это понятно, да. Если бы не сняли. И если вы говорите, что это в Молдове не пройдет, вот оно бы прошло. Если бы не сняли партию «Шанс». Ну хорошо, на президентских выборах кто будет кандидатом Шор? На президентских выборах у них... Вы говорите, кого-то вытащат. Я говорю, рассматривался Кику.
общий кандидат, рассматривалась Ирина Влах, общий кандидат, рассматривалась и Таубер, общий кандидат. Но это еще не окончательное решение. Еще неизвестно, на кого поставят ставку. И судя по тому, как в Гагаузии за 3 месяца раскрутили кандидата, я как бы не уверен. Не раскрутили, купили, можете Да, купили. Я не уверен, что так не получится и по всей стране. Я не уверен в этом. То есть вы считаете, что большие деньги могут переломить ситуацию? Ну, знаете как, большие деньги всегда переламывали ситуацию. У нас, я сколько раз говорил, вот знаете как, вот даже вот сейчас возьмем вот дело по НДСу в Конституционном суде, которое стоит. Мое видение. С одной стороны стоят большие деньги, с другой стоит закон. Посмотрим завтра, какую сторону примет суд. То есть вы обвиняете Конституционный суд? Я не обвиняю ни в чем. Я просто констатирую факты. Вот я говорю, с одной стороны стоят деньги, с другой стороны стоит закон. Посмотрим, какое решение примет завтра суд. Деньги какие? Давайте уточним. Деньги Шора. То есть вы считаете, что есть попытка подкупить или что? Знаете, как вот было решение суда в Вулканештах. Вот так вот раздавали деньги. Какое решение? Как бы после этого было решение суда, которое этих людей даже не привлекли к уголовной ответственности. Вот МВД сделало съемки, где... то есть вот это Да, вот по Вулканештам раздавали деньги, нагло вот так их раскидывали, говорили это туда, это сюда, это сюда, это сюда. Был весь расклад, и судебные инстанции их оправдали. Как вы думаете? Когда это было? Ну, это было когда? Летом или когда это было? Когда вот, или прошлой осенью. Но это вы имеете в виду через видеофайлы, которые слили с офиса партии «Шанс», правильно, или «Шор»? Не слили, было официальные съемки МВД, которые были предоставлены в суд в качестве доказательной базы. Это было перед местными выборами? Да, перед местными выборами, которые суд не принял во внимание, хотя правительство вот это сняло эту партию только вот не за правильное финансирование, а суд в этом не увидел ничего как бы из ряда вон выходящего. Ну, к делу о НДС мы еще вернемся, там 15 февраля завтра должно быть следующее заседание. Посмотрим, как оно закончится. Что касается внутренней политической, и об этом еще поговорим, дождемся просто решения, посмотрим, что будет. Что касается внутриполитической кухни, вот очень примечательное поведение Ирины Влах, которая критикует кишиневские власти по любому поводу. Каждый день практически видеоролик записывают, где критикуют Майю Санду. Но вот по внутригагаузской политике такое ощущение, что ничего не происходит. Такое ощущение, что вот здесь все прекрасно и не за что вообще критиковать ни исполком, ни Народное собрание, вообще никого. Чего только стоит ситуация на ГРТ, об этом мы еще поговорим. Почему Ирина Влах не критикует местного? У них какие-то договоренности с Шором? Вот я вам скажу, Ирина Влах вот начала, когда шла предвыборная гонка. Начнем с этого. Ирина Влах поставила ставку, сделала на господина Кройтера. Ну, типа. Или сделала. Она сделала ставку на господина Кройтера. Ну, после этого я не знаю, что произошло. Я не знаю, что... Она резко повернулась и дала всем команду работать на госпожу Гуцул. Во втором туре? В первом. В первом? Она уже в первом. Еще в первом туре? Да, она еще в первом туре. Кройтера просто использовали в темную. После этого Ирина Влах дала этот. Для чего использовали? Можете объяснить? Какой был смысл вытаскивать этого человека на эту избирательную? Ну, знаете, как надо было его заморать. Как она заморала и Стояногу, сказала, что она его делала. Как делала Кройтера, сказала, что благодаря он и стал. Вот так. Чтобы у него не было шансов в будущем? Чтобы в будущем она убила этих конкурентов на будущее, чтобы они не были. Все. Она их в тот момент закопала. И Ирина Влах заиграла с Шором. Почему? Потому что я думаю, вот этот левый фланг всех соберут в единое крыло. Почему? Потому что по-другому у этого левого фланга нету шансов выиграть выборы. Вот так. И Ирина Влах, я думаю, тоже звено в этой цепи. И она пошла, почему пошла с Шором? Видимо, ей дали гарантии, что не будут рыться в делах исполкома, прежнего исполкома, которого как бы был. То есть нынешний исполком? Да, нынешнего исполкома. Плюс она уже в этой политике не первый год, она понимала, что Гуцул сегодня как Башкан нулевой. Вот так. И команды у нее не будет. У Ирины Влах практически вся команда осталась там, работает на местах. В качестве зама, в качестве вот этих работников она работает там работает на местах. И по моим сведениям, то, что мне говорят сейчас новые члены исполкома, они занимаются уничтожением документов, то, что делала Ирина Влах в исполкоме до этого. Видно, Ирина Влах торганулась с ними, и плюс она надеется, так я думаю, что этот Гуцул, слабая Башкан, ее снимут. Почему? Потому что вопросы еще не закончились с этим как бы неправильным финансированием. И Ирина Влах надеется, еще раз она торганется и пойдет опять на Башкана Гагаузии. То есть, если у нее не получится
На национальном уровне вернется обратно? Ну, знаете как, на национальном уровне, я вот как бы говорил, может, она некрасиво в телевидении, как бы это звучит. Это все равно вот из нее Башкан, из нее президент, вот как из этой фигни склепать пулю, вот так вот. Вот так, склепать пулю. Форму ей можно придать, но пробивная способность не будет. Вот что такое. У него шансов на национальном уровне нет. У нее может быть, знаете как, есть набить себе, как бы поднять себе рейтинг, ну и как обычно во время выборов заработать. Хорошо, давайте уточним. Ирина Влах не критикует и не идет на конфронтацию с Шором и с нынешним исполкомом для того, чтобы не копали под нее ее старые делишки. Чтобы не копали старые делишки и, может быть, заручиться дальнейшей поддержкой или на президентских, или на башкирских выборах. Угу. Поэтому никакой критики, такое ощущение, что ничего не происходит. Никакой критики с ее стороны суда не будет. Почему? Как только пойдет первая критика, начнут вываливаться из шкафов скелеты. Вот. И Ирину Влах можно просто будет привлечь к уголовной ответственности за то, что она творила. Почему? Потому что по некоторым сведениям они за полгода цветы, венки, то, что было, где-то 730 тысяч рублей потратили на это. За один месяц где-то 70 тысяч рублей на кофе потратили. Вот то, что у меня есть как бы информация, то, что есть вот этом было, то, что творила Ирина Влах. Плюс есть какие-то проекты, которые она начала, сейчас обязаны под эти проекты выделять исполком, обязан деньги. Почему? Потому что там предусматриваются штрафные санкции, вот это. Плюс они сделали на 300 миллионов, раскинули тогда вот кап вложения, которые тоже непонятным образом как освоились и как кто за них сейчас будет платить. В том числе не критикуют ситуацию на ГРТ. Что происходит на ГРТ? Мы поговорим еще о том праве на реплику, которое не было правом на реплику, которое вам дали. ГРТ сегодня это осталось, как бы я скажу, что такое телевидение, что такое пресса. Это как 4-я или 5-я власть, как вы ее называете. Вот так вот. Сегодня ГРТ просто Шору закрыли все телевидения у него по стране, и Шору сегодня удалось за малые деньги купить, заиметь свое телевидение. И Гагаузия... За наши деньги? Да, за наши деньги, да. Он заимел как бы телевидение. И даже если это телевидение закроют, а я вижу, что есть все как бы предпосылки, чтобы его закрыли. Почему? Потому что телеканалы, которые запретили по всей стране, ГРТ их транслирует, то он это будет использовать опять как ущемление гагаузских прав, гагаузского народа. Ну вот бывший редактор сайта Оксана Пасмак вышла, вы наверняка видели эту новость, видели это заседание наблюдательного совета, вышло заявление в адрес НСГ, доказывающее существование цензуры на ГРТ. Известны ли вам какие-то больше детали, более того, что предоставила Оксана Пасмак? Телевидение сдали Михаил Влах и господин Константинов. Кому? Они сдали телевидение Шору. И когда назначили директора оттуда Саргеева, это уже было всем понятно. Телевидение... Оно стало уже не гагаузским, оно стало телевидением Шора, который занимается промыванием мозгов гагаузскому электорату. Ваше недавнее приглашение на ГРТ, минута, это было, вам якобы предоставили право реплики на тот эфир с Константиновым, когда ведущая, та же ведущая, которая вам якобы предоставила право реплики, пришла в кабинет Константинова, взяла у него интервью, там он задел и вас, задел и меня, но вам якобы предоставили право реплики. Что это вообще было? Ну, это было, вот я вам скажу, не предоставить они не имели права, не предоставить. Ну, в такой форме, как они это сделали? Ну, в такой форме это просто было издевательство, не то что надо мной, над гагаузским народом. Я прекрасно понимаю, какая задача там была у них. И у них задача была меня спровоцировать на какие-то неадекватные действия, как бы в сторону вот этой ведущей. Но ведущая, я скажу вот так другое. Вот ведущая, она, то, что она сегодня творит, она просто забыла историю. Она забыла, что ее брат проходил военную подготовку когда-то в одном сопредельном государстве. Ну, не сопредельном, в России. И как мы этого брата бегали и вытаскивали. Как Формузал с ним старался не встречаться в аэропорту, когда встречались. И она знает, какими правдами, неправдами мы вытащили этого его брата, который сегодня находится здесь. А зачем вы его вытаскивали? Вытаскивали. Почему? Потому что я очень уважаю ее отца. Мы с отцом когда-то вместе были у начала становления Гагаузии. Вот так. И то, что она делает сегодня, вот брат ее тогда наступил на грабли. Она сейчас втягивает туда всю Гагаузию. Вот то, что она делает. Я говорил со многими... Это вы имеете в виду вашу передачу или вообще то, что она делает на телевидении? То, что она делает вообще на телевидении. Почему? И сегодня вот я говорил с многими работниками ГРТ. Они ее не поддерживают.
Они ее не поддерживают. А она, видно, вот не от далекого ума вот делает вот это то, что надо сегодня Шору. Но вот это очень скоро аукнется не только для него, но аукнется для всей Гагаузии. И то, что сегодня они толкают страну на конфронтацию, вот, промывают мозги, готовят электорат к этому через ГРТ, это сегодня видно невооруженным взглядом. Мы Ирине Караман готовы предоставить право реплики в присутствии Сергея Афанасьевича. Без проблем. Да. Без проблем. Я туда пришел на ГРТ, я пришел с целым... Я бы объяснил, что творится в Гагаузии на данный момент. Почему? Потому что ГРТ сегодня стало захваченным телевидением, и ГРТ сегодня не пускает никакого инакомыслящих, чтобы сделали какие-то заявления там, или чтобы люди знали вторую как бы, сторону вот этой медали. И ГРТ, большинство работников не приветствуют то, что творится сегодня в ГРТ, но они сегодня, люди не могут об этом сказать, почему останутся без работы. И большая вот как бы спасибо и дань уважения Оксане Пасмак, она наша вулканическая, что она не побоялась и вышла вот так в эфир. Ну, это, я думаю, только первая ласточка. Ну, хорошо, то, что говорит Оксана Пасмак, по большому счету, это не то, что нарушение закона о телевидении и радио Гагаузии, это нарушение Уголовного кодекса, потому что цензура — это уголовно наказуемое преступление в Республике Молдова. И мы пока не слышали реакцию ни исполкома, ни Народного собрания. Даже оппозиции, так называемой, в Народном собрании не слышно по этому поводу. Что происходит? Оппозиции в Народном собрании уже забудьте. Нету. Даже социалисты, которым вы давали шанс здесь месяц или два назад? Я давал месяц, но я что сказал? Или им дадут денег, или им позвонят сверху. Вот так. Сейчас они уже будут отрекаться от Дадона, как черт от Ладана. Вот попомните мои слова, то, что я говорю про них. И у нас, вот я не зря спросил тогда эту ведущую, где она заканчивала свое образование, где брала журналистики, вот это. И в Камбрадском госуниверситете. И Камбрадский госуниверситет может ими гордиться. Почему? Потому что два журналиста, которых есть, который один вот тут на площади кричит, что он журналист. Да. И вот этот журналист, вот Ирина Караман, как она, они будут теми людьми, которые похоронили гагаузское телевидение. Вот. Сегодня я вот так это вижу. И вот эти люди, которые там работают, они завтра останутся без работы, они будут искать работу. Вот это именно вот это ГРТ. И им сегодня, вот я говорю, не надо стыдиться, вплоть до того, что увольняться с работы, пускай увольняют вас, но доводите до людей правду. Почему? Потому что сегодня ситуация накручивается с каждым днем. То, что накручивается. И Шору это Гагаузия нужно только для дестабилизации страны в целом. Это уже Гагаузия вот такую роль играет. С использованием телевидения. Да, и с использованием телевидения. Телевидение это идет промывание мозгов. То, что дают по 50 евро, людям раздают. Это чтобы люди молчали, не говорили. Чтобы они вот молчали, не говорили. То, что вот это получается, то, что они дают вот эти деньги. И деньги приходят, суют в наглую. Но сейчас я смотрю, у Шора начали искать, звонить, кому давали деньги, кому не давали деньги. На телевидении это было. Да, надо отдать, вот знаешь, как должное нашим представителям Шора, которые... Ну, как бы вора воруют. Хорошо, а вот если говорить о, опять же, реакции со стороны Народного собрания, которая, с моей точки зрения, должна последовать, будет ли эта реакция вот на ближайшем заседании Народного собрания, или этот вопрос даже не будут поднимать? Насчет ГРТ? Да, насчет ГРТ. Не будет. Не будет? Не будет. Почему? В этом заинтересован сам Константинов. В этом заинтересован сам Константинов. И все остальные 34 депутата тоже заинтересованы? Остальные 34 депутата, некоторых подогнали под Шора, вот так вот. Им сказали, ребята, вам делить нечего, вот тут становитесь, вот есть общая задача, парламентские выборы, президентские выборы. Все, встали в строй и сегодня будете делать то, что вам говорят. Почему? Потому что в свое время на каждого из них тратились, на каждом участке тратились определенные суммы денег, которые они проходили. И, как я говорю, бесплатный сыр в мышеловке, им сейчас надо это отрабатывать. Сейчас нету интересов Гагаузии, нету интересов страны. Есть интересы некоторых кучки депутатов, которые стоят на зарплате у Шора. И есть некоторые еще депутаты, члены исполкома, тоже, которые стоят на зарплате. Вот и все. Хорошо, но это больше выглядело как сведение... Вернее, как бы с одной стороны пригласили вас на право реплику, на право реплики на то, что сказал Константинов в эфире. Да. Кстати, интервью пришли брать у него в кабинете, да, они к вам не пришли в кабинет брать интервью, обратите внимание. Это больше, с одной стороны, вроде подалось это как на право реплики, но с другой стороны, это больше выглядело как сведение счетов того же Константинова с вами. Михаил, у них там, они были уверены, что я не приду на право реплики. Они были уверены. Хорошо, а вы думаете, они скоординировали это с Константиновым? Да. 100%, не 100%, а 100%. И когда я вышел туда, у Константинова был уже нервный тик, когда я вышел туда на ГРТ. И откуда вы знаете, у вас что есть? Почему? Потому что у меня есть очень много людей около него, я даже знаю,
когда он кушает и какие таблетки принимает, и плюс еще какую кашку ему вечером делает перед сном. Сергей Афанасьевич, это как бы уже такое... Нет, ну, люди говорят, я о том говорю, я не о том говорю. Кашку кушает, я же ничего плохого про него не говорю. Дай Бог ему еще здоровья на многие года, на многие лета. Но я бы посоветовал ему бросить все и заниматься своими внуками, оставить эту политику. Политика неблагодарное дело. Вот он одного из внуков засунул туда. Народный наблюдательный совет. Который, кстати, на вопрос Оксаны Пасмак, Кихаял, да, сказал, что у него нет времени заниматься этим. У кого? У Константинова? Ну, Дмитрий Кса, внук Константинова. Ну, знаете, как вам сказать? Вы уже смотрели это? Как вам сказать? Я не думаю, что они не понимают, что делают. Константинов, исполком, я не думаю, что они не понимают, что делают. Но просто они недооценивают последствия, которые могут быть для страны. Вот я не думаю, что они не понимают. И то, что сегодня творится... То есть они умышленно это делают, вы хотите сказать? Ну да. И я так, вот зная алчные души некоторых из них, я думаю, что они делают только это за деньги. Но не стоят эти деньги. Вот то, что мы как бы накручиваем конфронтацию с Кишиневым. Почему? Потому что если они думают, что здесь будут какие-то вот действия, как бы вплоть до того, что как бы вооруженные действия или какая-то вот конфронтация дойдет до этого, до гражданской войны, если она думает, что это их не коснется, то пуля дура, она идет по траектории и сметает все на своем пути. Вот это они должны понимать. То есть вы хотите сказать, что они прямо настолько готовы дестабилизировать ситуацию здесь? Сегодня у Шора нету другого выхода. Ему сегодня надо уйти от уголовных дел. А уголовные дела он может их только закрыть, сменив политический строй в стране. И они будут для этого использовать любые методы. В том числе эти. Вплоть и эти, вот я говорю. Просто Кишинев, я не знаю, почему недооценивает ситуацию. Хорошо, а кто из руководства Гагаузии может пойти на вот эти действия? Как вам сказать, руководство Гагаузии уже зависит от одного человека. Многие стоят на зарплате. И вы хотите сказать, что они сделают все, что он скажет? Будут беспрекословно выполнять то, что им скажут. Беспрекословно. Беспрекословно. Ну, я надеюсь, те, кто принимает решения в стране и отвечает за безопасность, услышали эти слова, опасения. Не знаю, может, это нагнетание обстановки, может, действительно в этом, но к этому, с моей точки зрения, стоит прислушаться. Я как бы извиняюсь, это не нагнетание обстановки, я так реально вижу ситуацию. Ну, ситуация начнет идти по нарастающей после 9 мая. Вот говорю, 80-летие... Да, Дня Победы. Да. День Победы — это у нас святой праздник здесь, в Гагаузии. Вот так вот. Его все чтут, все выходят на него. Но и этот праздник будут использовать кто-то в своих интересах. Я вот не удивлюсь, вот как наш вот этот контуженный на всю голову, как сказал про него Усатый, когда кричал вот здесь на площади. Он кричал, что спасибо Ивану Мироновичу за нашу Гагаузию, что он создал Гагаузию. Я не удивлюсь, когда он начнет кричать на 9 мая, что вот эти два разведчика, которые водружали знамя победы над Рейхстагом в победе в Великой Отечественной войне, не окажутся дедушками нашего Илана Мирона. Илан Мироныча, или как он? Сергей Иванович, я благодарю, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Будем рады увидеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо.